Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Внимание, Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», который вот уже огромное количество лет с огромным удовольствием и с очень большой пользой для себя веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Я, во-первых, прошу прощения, что сегодняшняя аудитория, это мы все как бы представители народа Саха, да, говорим на родном языке и так далее, но в силу формата русскоязычного канала будем сегодня разговор вести на русском языке. Вы согласны с этим? Мы неумолимо приближаемся к очередной годовщине событий в Сатале, да, когда авария на электролинии привела к тому, что локально в городе образовалась очаг ЧП. Были привлечены огромные силы, средства, были потрачены для того, чтобы люди, которые проживают в частном секторе, они нейтрализовали, скажем так, последствия аварии. На этот случай, у властей есть определенный сценарий действий, но у властей. Но я считаю, что первым делом, от ресурсники, когда говорят, вы должны быть обеспечены там, альтернативными ресурсами там, и так далее, на самом деле мы говорим, ой, это вы должны обеспечивать там, бесперебойную подачу и так далее. Но форс-мажор бывает разный, согласитесь. Поэтому вот это требование к пользователям конечным о том, чтобы обезопасить самому себя, я считаю на самом деле справедливым. Сегодня наш гость Надежда Басыина, юрист по образованию. По дальневосточной ипотеке они строят частный дом. Да. И следующий наш гость, мой единомышленник, напарник, можно даже сказать, да, по разного рода рукоделию, Анатолий Кириллин, который порядка 30 лет специализируется на том, что устраняет аварии на объектах тепло- и водоснабжения. Да? Согласишься, Анатолий? Да, так и есть, получается. Так и есть. Порядка 30 лет. Надежда, давайте начнем с вашей стройки. Вот как вы начали, с кем ведете, подрядчики и так далее? Мы взяли дальневосточную ипотеку в конце июля 2022 года, оформили на 19 лет, у нас процентная ставка 1,5%. До 2% атака дальневосточная ипотека. Мы купили на эти деньги на 6 миллионов земельным участком, то есть приобрели и земельный участок, и на остаток средств должны были построить жилой дом. Но так как мы многодетная семья, нам нужен большой дом. Мы решили построить дом размером 8 на 8, ходили по различным строительным... 2 этажа? 2 этажа. Это нюанс, очень большой нюанс. Да, потому что у нас земля 10 соток, но мы хотели компактно уложиться по площади, чтобы потом построить и баню, да, и теплицу. Хозпостройки, сарай. Вот поэтому решили все-таки построить 2 этажа. Мы ходили сначала по всем строительным известным компаниям, но нам ставили ценник от 6 миллионов. Потом мы пришли со своим проектом, показали. Одна компания посчитала, без газового котла, без септика у вас будет 6 миллионов 400. Пошли к другим, они говорят, по вашему проекту под ключ будет 7 миллионов 400. А мы купили участок за 3 миллиона 250 тысяч. Остаток был такой маленький. Остаток маленький. У нас первоначальный взнос деньгами был. И у нас на руках осталось 3 миллиона 250 тысяч. Да? И мы подумали, какой дом нам построить на эти 3 миллиона, еще гараж нужен. Потому что для людей, проживающих в частном секторе, гараж обязательно нужен. Автомобиль круглогодичный. Да. У нас и детсадовцы, и школьники, и работа, да? И мама-пенсионерка с нами будет проживать. Просто гараж необходим. Но на земельном участке у нас стоял старый дом размером 7 на 6. И нам жалко было вот это все вывести, все бросить. Мы хотели использовать этот материал, из него построить гараж и пристрой сделать для газового котла. Но так как у нас строительный сезон очень маленький, очень короткий, строительные компании не хотели взяться за наш объект, потому что это и разобрать, и воздвигнуть, и потом только приступить к дому. И мы посчитали, что бюджет очень накладно, очень выходило за рамки ДВИ. Потом мы решили все-таки построиться сами.
Но так как к стройке мы вообще никакого отношения не имеем. Мы с мужем ровесники, мы, да, выросли в деревне, но как считать куб бруса, вот это все, вот эти нюансы мы не знали. Но мы решили построить сами, и через WhatsApp-группу ДВИ «Самострой» нашли по отзывам подрядчика. И вот так мы начали строить 6 октября. До обеда муж закупил 40 кубов бруса 18 размера. Привезли все, и вот после обеда они приступили, и за 2 недели нам воздвигнули короб дома с крышей, с водостоками. Но фундамент с теплым полом мы заказали другому подрядчику. На это мы потратили 485 тысяч, но он сам все под ключ делал. Трубы выводил, там все это делал. Я не ходила, не смотрела. Потом вот этот короб поставили. Гараж у нас уже готов, автоматические ворота стоят, и мы довольны и закрыли до следующего сезона. Вот. Смотрим, Анатолий, у нас типичная ситуация, да, то есть люди, скажем, со средним достатком, ну, вы с мужем оба работаете Да. на службе и так далее, детей достаточно много, потребностей, еще раз, по площади тоже достаточно много, средства ограничены, согласись. У нас вообще основным идет там фундамент, конструкция сама и так далее. Все вот эти обслуживающие системы, инженерка, грубо, да, она немножко остается по остаточному принципу. Так? Да. Так? Ну, то, что остается, из этого вот они пытаются как бы все это утеплиться, возвести санузлы и так далее. И это потом, конечно, ударяет по безопасности. Мы знали, какая ответственность лежит на собственнике. Это исключительно ответственность собственника организовать систему отопления. Ага. Мы были знакомы потом, вот в начале года, да, смотрели на случай Сатала. Я смотрела ваше видео, несколько раз смотрела, прямой эфир на якутском языке, и я, к сожалению, нормально ничего не понимала, потому что мне это только предстояло. И вот вчера я посмотрела, и я, к удивлению, начали понимать. Да, хоть что-то поняла. Там энергонезависимый котел, да, нужна естественная циркуляция. Вот эта эффективность энергозависимого котла в этом. А я в прошлом году, в начале года этого не понимала. Потому что это мне только предстояло. И я мужу сказала, мы должны обезопасить себя. У нас должен быть напольный котел, газовый котел, потому что все говорят только за напольный котел. У нас должен быть обязательно быть бесперебойник, если насос будет. Ну, вот так мы начинали. Нет, все бы клиенты были такими, да? Ну, не клиенты, а те носители тех случаев, которые, да, с которыми мы сталкиваемся. Смотрите, Надежда, вы говорите, вы не понимали слегка, когда вот Сатал случился. Там, мы с Толей говорили слегка на профессиональном языке, но мы всегда пытаемся популяризировать эти вещи. Да? Мы живем 23-й год. Все привыкли к смартфонам, да? Все очень удобно. У нас практически повсеместно покрытие 4G там, и так далее. Люди привыкли к цифровому комфорту. Управлять издалека и так далее. Да? Но это возможно там, где температура среднегодовая не превышает там, 10 градусов. Там возможно это дело. Да? Где-нибудь под Краснодаром там ставь себе Wi-Fi систему умный дом и так далее. И так далее. Даже вот Дальний Восток, вот где Бурятия, Чита, Да. вот это возможно. Это возможно. У нас в наших широтах, к сожалению, надо нам всем, якутянам, да, еще раз, где бы ты ни проживал, в городе ли, где есть 4G, в селе ли, где покрытие не всегда есть, да, совмещать с умом опыт, наработанный прошлого, вот эти ленинградки, самотеки и так далее, и вот эти современные системы. Согласен с этим? Согласен. Потому что сейчас, знаете, что мы в таком регионе живем, да, где
все, допустим, если что случилось, все это выправить, остается очень мало времени. Час, допустим, или полчаса. Золотой где-то час, такой, да? Золотой Как у час. спасателей. Да. Иначе все, там уже пойдут многомиллионные расходы. И это упирается на умение обслуживать, да, вот обслуживающие люди, да, насколько они быстро приезжают, насколько имеют компетенцию. Вот Запчасти. это самое главное еще. И потом и наличие запчасти, вот, той, которая вот именно вышла из строя. Да? А сейчас вот мы пришли к такому периоду, когда вроде бы все сами, и все заточено под электронику. И это очень опасно, потому что мы сами, именно вот зная вот электронику, смартфон все знают, да, даже дети, но когда, если что-то механическое случается, очень мало людей, которые в этом разбираются, которые могут там что-то перекрутить, сделать, чтобы все это нормально заработало. Потому что системы сейчас настолько умные, да, они сразу знают малейшее какое-то неисправность какую-то, да, и они сразу отключают. Это безопасность вроде бы, а в нашем случае это играет очень опасную роль, да, когда из-за малейшего засора или там воздуха котел отключается, и вот как ты говорил, да, надо ехать за несколько километров, чтобы все это перезапустить, переделать. А у нас времени, как всегда, не хватает. Да. Потому что 50-градусный мороз, ну, норма, допустим, вот больших зданий, да, это 4-5 часов. И после этого надо сливать воду, как бы, если электроэнергии нет. Это больших. Это больших, да, которые имеют большую теплоемкость, да, которые они остывают долго. А в нашем случае те дома, которые вот стоят отдельно, они вот час и все, начинает уже перемерзать. Потому что вот думает, как за час может дом остыть, нет? Бывает просто в углу где-то, да? Дом вроде бы теплый стоит, а в углу прихватило. И поэтому вот мы же всегда говорим, да, сейчас вот люди, монтажники, они ну, насмотрятся Ютуба, да, и вот по методичке как бы делают. И всегда, вот я как встречаюсь, всегда зауженные трубы. Ну, это, во-первых, экономия, хозяева рады. КПД больше. Да, как бы, ну, КПД я не скажу, что больше. Просто это экономия. Да. Жесткая экономия на, вроде бы как на трубах, а это все ведет к увеличению риска. Потому что чем уже труба, оно быстро замерзает. И потом, чем уже труба, теплопотерь становится больше. Поэтому насосы работают с нагрузкой. Ну, это вот я всегда говорю, если у человека анемия, да, он же все время мерзнет. Как бы. Это так и есть, потому что ты, получается, если на узких трубах, он будет жить, даже будет тепло. Но если какой-то катаклизм, что-нибудь не так, оно сразу будет это выявляться, потому что зауженные трубы – это все равно анемия у человека. А если ты повышаешь давление, то у тебя начинает все с нагрузкой работать. Многие спрашивают, биметаллический или алюминиевый. Вроде Зачем одинаковые, да? Но биметаллический дороже. Значит, оно лучше, думают. Нет, просто биметаллический, он рассчитан на большое давление. А если у тебя частный сектор, зачем тебе покупать дорогое, да, вот, который выдерживает там 6, ну, допустим, работает на 6 барах, хотя у тебя дома только 1,5. Ну вот, алюминиевый тоже спокойно подходит, да, допустим. И вот надо все-таки работать над этим, да, чтобы люди понимали, если частный сектор, то какие трубы должны быть. Потому В первую очередь. В первую очередь, потому что трубы тоже очень разные. Вроде как пластик, ну вот, да, это, допустим, этот, который, ну, стандартные, да, вроде как они по виду одинаковые, но внутренний диаметр у них совершенно разный. И теплопроводность тоже разная. Поэтому какой-то надо, я вот думаю,
что-то надо такое сделать, или книгу выпустить, или вот все время говорить, чтобы сказать людям, что именно в нашем регионе, если у вас такой вот стандартный частный дом, сколько объема воды должно быть залито. И воды ли? Да, Вот, и Надежде, воды. вы что залили? Теплый пол? Нет, я признаюсь, да, мы залили этиленгликоль. Да, 280 литров мы залили. У нас был выбор, да, и муж сказал, неизвестно, когда нам запустят тепло. Давай пока этиленгликоль сделаем, зальем, потом мы перейдем на воду. Да. 1-2 года мы будем сидеть на этиленгликоле, потом мы сольем и воду запустим уже. Это очень правильное решение. Да, то есть Потому что- экстремальный запуск. Да. Не только экстремальный запуск, это 2-3 года, допустим, вот именно как раз тот срок, когда этиленгликоль уже теряет свои свойства, отрабатывает, и у тебя есть возможность уже все это знать, свою систему, чтобы иметь возможность уже заливать воду. Потому что вода все-таки она более теплопроводна, чем любые другие, да, теплоносители. Потому что даже вот я раньше все удивлялся, вот почему мой дядя сливал воду с дела антифриз и заливал воду зимой. Это вот вроде бы как нельзя этого делать. Не противоречит логике. Да? А чтобы просто в кабине было тепло. Вот это правильно сделать. Ты должен знать свою систему. Как она отработала 2-3 года. Да? Где течет? да? Где течет, где подтекает, нормально ли проходит по этим, да, теплотрассам. У нас к радиаторам 20 диаметра. Как? Ага. И обратка 32. Но это зауженное считается. Зауженная считается, Зауженное, да. потому что 25 минимум. Да, минимум на радиатор должен подходить 25-я труба, да? Потому что 20-я, она совсем в этих, где запорная арматура, ну, краны, там очень узкая проходимость, поэтому хотя бы вот 25-я. И у нас магистраль должна быть как минимум, ну, 40-я. Я вот все эти годы, вот, ну, ты правильно сказал, более 30 лет, наверное. И вот когда вот первые пластики пошли, я начал экспериментировать. И сейчас у меня какое-то сложилось уже свое это. Хотя тоже можно жить на 25-й трубе, даже на магистрали. Но это влечет за собой очень большие риски и очень большие нагрузки на насосы. 25-я труба и магистрали, они вот могут подходить вот в основном, когда у вас монтируется естественная циркуляция. Вот поэтому надо это все учитывать. И я вот тоже хочу какой-то вывести формулу, чтобы для отопления такого-то дома минимальное столько-то литров. Потому что есть гидроаккумуляторы, которые вот стоят возле печки. Это большая емкость, которая дополняет нехватающую в системе жидкость, да? И от него уже закачивается система, циркулирует очень мощными насосами. Только сильный насос может продавить там 20-ю трубу, да, чтобы успеть просто передать тепло от радиаторов к дому. Давай зададим вопрос Надежде. Котел какой поставили в итоге? Мы поставили напольный одноконтурный энергонезависимый Lemox Premium 40. На 40 киловатт? Да. На 40 киловатт. Ага. Нормальное решение? Нормально. Нормальное Хорошее решение. Да. А насосы, они есть? Насосы у нас всего 5. Это для теплого пола, циркуляционный, для водоснабжения, рециркуляции, да. И один я забыла. Ага. Я записывала. Подпиточный. Да. Как-то такой был. Ага. И у нас насосы, вот, например, Viva Star, какие-то вот фирмы Да, такие. фирмы. Ага. И вот я хотела бы остановиться, да. Многие, которые строятся под ВИ, в целях экономии проводят отопление сами. Смотрят YouTube и говорят, мы можем сами осилить.
Мы сразу сказали, нет, мы не будем брать ответственность. Мы хотим заключить договор с подрядчиком, чтобы специалист провел все-таки отопление. Ага. И подрядчик нам сделал спецификацию, посписочно, да. Мы пришли, показали и сказали, да, мы собрали для вас вот такие вот по списку. И мы смотрим, там на сумму больше 300 тысяч. Это еще не предел был. Ага. И я звоню подрядчику, говорю, может, все-таки нам российские, китайские радиаторы купить, теплоотдача, ну, чуть-чуть меньше, говорю. Он говорит, нет, покупайте. Ну, если хотите, то покупайте. Но у нас радиаторы стоят Global и SIE 500, это итальянские. Теплоотдача хорошая, говорит. Но, ну, смотрите по бюджету. Я подошла, говорю мужу, он говорит так, ну, это наша ответственность, но он за свой радиатор топит, говорю. Он говорит, если он говорит так, специалист так говорит, мы должны все покупать. И мы купили. Итальянский. Итальянский. Но, с другой стороны, это правильно, которые они вот проработали на этих, да, проверенных схемах, и любое там какое-то несоответствие, допустим, это же их ответственность, это они должны будут гарантийно его обслуживать. Если что, просто они не будут на себя брать такую ответственность. Поэтому, с одной стороны, правильно, что... Но, конечно, желательно бы, если не получается, да, у заказчика, ну, идти навстречу. Ну, по моему мнению, что, в принципе, любой радиатор можно нормально вот сделать и настроить, и поставить, в принципе. Но... А схема тогда у вас принудительная, без самоциркуляции, да? У нас с насосом. Вот. С насосом. Ага. Ну, Несмотря на то, что котел энергонезависимый, да, мы поставили насос, потому что у нас неестественная циркуляция. А вот я в этом году создал собственную схему, в которой двухэтажные дома, даже одноэтажные дома, именно по вот этим, да, новейшим схемам, которые вот нравятся нашим женщинам. Где нет верхних труб? Где нет верхних труб, я умудрился протянуть такую систему, чтобы она стала естественной. Поэтому я немножко погодя, вот как они перезимуют, сниму и покажу. Вот те, к которым ты поставил. Да. На самом деле, еще раз, вот вы же говорите, подрядчик был на СМР, строительно-монтажных работах один там и так далее. У нас разные подрядчики были. Кто строил короб, кто отделку делал, кто отопление, кто электрификацию проводил. Вы слышали не только что минут 20 тому назад Анатолий говорил углы. То есть самое страшное место для вообще системы отопления — это углы. Да? То есть от качества строительных работ зависит, ну, будет ли продувать угол. Были у нас проекты, где мы, ну, смотрели тоже, да, не участвовали, а смотрели, где, ну, мега крутые фирмы делали, материал был профилированный, клееный даже брус, но тем не менее углы всегда промерзали. Всегда. Что уж говорить о сыром брусе, когда идет, скажем так, по более упрощенным схемам. Да? Поэтому на самом деле это от гигантских факторов. А какой УПС вы поставили? УПС это? Бесперебойник. Бесперебойник, мы копим на него. Мы должны в декабре купить. А генератор хотя бы есть? Генератор нет, тоже нет. Мы планомерно идем, потому что мы уже потратили свои несколько миллионов поверх, вот сверх ДВИ, сумму ДВИ. Поэтому мы планомерно идем. Но сейчас морозы уже как сейчас, такие, да. Пока сейчас стоит, ну... Мы мебель, ничего покупать не собираемся. Мы в первую очередь бесперебойник, аккумулятор, потом вот генератор. Да. Именно так и надо делать. Да. То есть,
Причем генератор же еще с умом надо запускать, так, чтобы он выхлопом не мешал там и Да. тому подобное. Да. Потом, если вы часто в отъезде, дома, допустим, дети только, нужно подключать генератор по схеме старт-стоп, да, который сам запускается, когда питание перерыв. Ну, если бы да, все имели возможность делать естественную циркуляцию, всего этого могло бы и не быть. Не понадобилось бы. Даже на двухэтажный дом, Да, даже с теплотрассами да. и так далее. То есть там играют роли уклонов в целом, да? Уклоны и высоты. Или что? Нет, не обязательно. Просто Да. именно... Ты мне говорил, когда Да, у тебя уклон мал. Да. Я сейчас пришел уже к такому, да, когда уклоны можно минимизировать, оказывается. И она будет работать. Да, зная просто перепад вот этих тепла и остывшего этого. Ну, разницу просто высот. Терморазницу. Да, терморазницу. Ну, на самом деле я считаю, что тема очень такая, она обширная, во-первых, да. Мы еще раз не собираемся вас критиковать, мы просто выслушали конкретный опыт. Вот это типичный случай, когда люди экономят на всем, на СМР, везде нехватка денег, везде нехватка средств. Понятное дело, будь у вас 18 миллионов свободных, да, вы бы сделали очень капитально, потому что в уме у них сидит то, что это должно быть безопасно, пожилой человек в доме, дети в доме там, и так далее. Отличный подход, да? Но, опять же, это же не у всех свободные такие большие деньги бывают, да? И еще момент, да? Вот сейчас теплотехники, как говорится, да, просто их называют иногда сантехниками. Это совсем разные квалификации. Хотя вроде как носятся с пайкой, да и с трубами, да, эти полиэтиленовые, как бы. И у нас вот нынче был клиент, случай, да, бабушка, 70 с чем-то лет, живет вроде бы в центре Якутска, но газ подошел только-только. И она вот до сих пор жила с печным отоплением. И ей протянули систему, которая, в принципе, тоже, да, вот не могла работать без всяких этих, да, примочек, которые вот должна была она закупить. И тем более хорошо, что ей посоветовали в последний момент поставить напольный котел. Потом это пришлось переделывать, и теперь она уже может жить как бы спокойно, да, не боясь отключения электроэнергии, допустим. Ей запустили естественную циркуляцию. Так, и мы должны это будем еще проверять, чтобы ничего такого не случилось. Вот именно очень опасно, когда есть люди, которые вот насмотревшие Ютуба делают и потом исчезают, да, после них хоть потоп. Поэтому вот они правы, чтобы заключали вот с фирмой, да, которая вот полноценный договор, который даже если там у них что-то не пошло или что-то они допустили какую-то ошибку, они могут исправить. А вот если ты в частном порядке обратился и тебе рассказывают такие сказки, что мы столько Ой, да я 18 лет так делаю. А потом ты их не найдешь. И переходим такие, как мы, и опять все это переделываем, допустим. Вот это очень опасно. И поэтому уровень монтажников, да, вот теплотехников, которые монтируют систему отопления, надо поднимать тоже, да, вот все это разговаривать, говорить. Все. Очень благодарен Диме, что он все время вот на всех площадках пытается все это вот продвинуть. Поэтому вот такие молодые семьи, да, которые только-только начинают ПДВ строить, там, ну или не только ПДВ, они должны понимать, к чему они идут. Да. Ладно, они молодые, они могут прогуглить тут. Да. Что делать, если там остановился насос, там, что делать, если там код ошибки какой-то и так далее. А будь в случае вот этой 70 с гаком летней бабушкой, да, у нас, смотрим, Надежда, очень хорошо, что у вас семья полная, дети, родители и так далее. Но есть же куча
женщин, которые в одиночку ведут Да, строительство. Да? вот Да. именно. Да. Это, вот это Одинокие матеря, вот, которые... очень да, опасный вот, момент. Они могут, ну, он много это делает, вот это да, кучу факторов учитывает. И правильно ли они учтут все вот эти факторы? Не факт. Я не к тому, что я сексист там и так плохо отношусь к женщинам. Просто я сам до конца не понимаю всех этих моментов. Да. Человек с политехническим образованием, да? Да, именно, потому что многие даже вот просто, да, молодые семьи, они как бы построили дом, и там живут их родители, которым уже 60-70 лет. И они остаются жить, молодые, все время на отъездах, выездах. А вот остаются жить уже пожилые люди, да, которые вот, кроме как печного отопления, старого парового-то, вот, да, если дедушка, ничего не понимает. А если с электроникой стоит котел, и что-то он начнет замерзать, ну ничего они не могут сделать. У нас даже вот на котлах просто нет телефонных номеров, куда нам звонить. Аварийный. Да, аварийных. Вот поэтому призываю тоже всех, кто к этому причастен, просто вот на котлах написать, Маркером. куда обращаться. Потому что в отсутствие хозяина ни ребенок, ни пожилой человек не знает, куда звонить. Понимаете? Вот это тоже немаловажный фактор. Потому что для спасения остается там полчаса. Еще раз, золотой час. Да. Да. Я благодарен вам обоим за то, что, Надежде за то, что рассказала про свой случай. Еще раз говорю, у нас не было там намерения критиковать. Мы просто рассматривали типичный случай строительства ПДВИ с привлечением там, собственных средств и так далее. Когда люди экономят, ну, хорошо, что вы не экономили, получается. Они же даже не экономили. Да. Они же не вызывали родственников там с Бердигастяха и так далее, которые там, ну, за вместо 380 за 170 согласились. Да? Это очень опасный момент. Поэтому экономить на системах отопления, на системах водоснабжения, я считаю это... Ну, вообще, на любом этапе строительства нельзя экономить. Но я хотела бы подметить, что сейчас, в данное время, строительство ПДВИ стало бизнесом. И когда подходишь к строительным компаниям, они говорят, хоть какой дом, 6 миллионов. Я начала вести блог, чтобы распространить, что человек может сам, если разумно подходить, обдуманно, продуманно, да, сам может построить дом. И чтобы люди не думали, что только строительные компании строят. Можно на разных этапах профессионалов, специалистов нанять и запустить дом к проживанию. Очень правильный подход, очень правильный подход, потому что еще теперь прикиньте, в конце ноября же сумма ДВИ поднимется до 9, да? Наверное, вот эти строительные фирмы потирают руки, чтобы, ну, мы можем получить не 6 миллионов, мы можем получить 9 миллионов. Если не живешь на участке и не смотришь, что они привозят, там же не будешь стоять с галочкой, да, если там не проживаешь. Вот привезли ли столько-то кубов бруса, вот привезли ли вот арматуру такую-то, вот такого-то диаметра трубы. Вот обычный обыватель в этом не разбирается. Ну, арматура и арматура, да. Мало ли там она 9 или там 14, какая разница? Да. Вот на этом и строится бизнес. Да. И вот мы всегда, семейный бюджет мы ведем с 2018 года, с ноября, мы всегда привыкли считать. И у нас вот... Например, скажу, да, в прошлом году я ходила к газовикам, Сахатранснефтегаз, хотела вывести газовый стояк, чтобы запустить в этом году тепло, ну, к началу отопительного сезона. Они мне говорят, у вас будет в 3 этапа оплата 59 тысяч. Или можете воспользоваться программой социальной газификации после регистрации дома бесплатно провести. У вас сверху что лежит? У нас опилка, там мелкая опилка. Ну, кроме опилки, там землей не присыпано, но мы там 241 мешок. 29 с чем-то тысяч мы потратили. А вы знаете, что мы в свое время вывели формулу, что если дом 8 на 8, это должно быть сверху завалено 7 тонн, минимум 7 тонн песка, чтобы... Глины. Да, чтобы придавить этот дом. Чтобы тепло потери. Чтобы они потом при расширении. Да, вот надо все время это говорить. Если человек строит надо брус, делиться.
Если человек строит классический дом, ну или кругляк, лафет, брус, неважно, надо, оказывается, его придавить очень сильно большой массой. А многие сейчас этого не делают, и у них стены гуляют. Нет, они рассчитывают на пружинные сила, Да. блоки Вот и так далее. А сила дерева, да, ну, поскольку я работаю с деревом, вот небольшой вот такой кусок дерева, вот такой кусок, да, он может вывернуть все, что угодно, Да. когда поведет вот так, да. Что уж говорить, когда там лежит 8 метров Да. бруса, это сердцевина, считай, дерева, да? А если это листвяк? Если это страшно вообще. Страшно, да. Ага. Хорошо. На самом деле мы еще продолжим все вот эти разговоры. Мы можем даже съездить к вам, посмотреть. Это я думаю, для многих, поскольку вы еще раз согласились на публичные обсуждения вот этих всех аспектов. На самом деле в этом нет ничего страшного. Просто мы адрес не будем указывать, мы просто скажем, вы с сыном приехали, да, посмотрели и так далее. Надо съездить, посмотреть. Да. А там Очень интересно за было чашкой бы. чая, ну, в принципе, сказать, года через 2 обратите внимание на вот это, на вот это, на вот это. Можно избежать очень многих ошибок, очень многих таких, потому что... Надо делиться информацией. Да. Потому что у кого нет информации, тот вот соглашается на все. Да, и вот Да. именно. И вот я хотела бы сказать, да, зрителям, сколько всего мы потратили. Можно, да, сказать? Да, конечно, Я Нам- предполагаю. Давайте. Ну, нам сказали 7 миллионов 400. Это с септиком совсем под ключ. С инженеркой, С инженеркой, с электрификацией совсем. Мы потратили 5 миллионов 65 тысяч. Это учитывая даже вот это утепление теплотрассы. Мы все считали. До гвоздей, до саморезов. Молодцы. Ага. Ну, это не считая участка. Это не считая Да. участка, это Только только дом, дом. да. И если бы мы сами построили, да, и если бы вот не платили подрядчикам, только на материалы мы потратили бы 3 миллиона 800 тысяч. Ну, на самом деле, это реалии жизни. Еще раз, у нас условия меняются, ДВИ меняется сейчас, Да. семейная ипотека есть и другие программы, да? Цены растут. Цены Цены растут, растут, да, да. курс колеблется и так далее. Да и выбор стройматериалов у нас, к сожалению, в регионе, по сравнению даже с тем же Приморьем и так далее, ну, очень ограничен. Вот это беда нашего региона. Еще раз, спасибо огромное. Мы ну, не накануне, а вообще с приближением годовщины этих событий в Сатаре, да и не только в Сатаре, еще раз. У нас круглую зиму такие аварии Да. мелкие, не такого крупного масштаба, они случаются повсеместно. Да? Если Покровский тракт, ну вот это ДСК и так далее, там, ну, сами узнаете скоро. Да. Поэтому, скорее всего, возьмете кредитку какую-нибудь и так далее, побежите в Великом там, или в какой-то другой магазин, купите генератор первым делом. Да. Это я просто предчувствую. Ага. Потому что ну, становится страшно, когда 4 часа нет этого, а за бортом 45 градусов. Да. Мы будем продолжать вот эту тему. Еще раз, один из нас, смотрите, половина из нас живет в МКД, половина в частном секторе, половина привыкла к сельскому укладу жизни, половина привыкла там, чтобы ему все приносили готовое там, и так далее. Но мы все живем в поселениях, в поселках, городах, селах. И вот за теплоту нашего дома мы в ответе сами. Еще раз, в чем-то ресурсники правы. Они говорят, обеспечение бесперебойного подачи энергоресурсов – это дело вас самих. Да, В чем-то они правы. Да. правы. И Потому что если я мы- скажу, да, да. быстренько. Вот то, что у нас, вот я говорил же, раньше люди жили печным отоплением, там, да, обычным вот этим паровым отоплением, которое стояло на печи, да, вот, они, ну, как бы, пожилые люди, они всегда консервативны. И я всегда вот удивлялся, вот, все пришло новое, как вы так... Многие, вот даже вот далеко не ходить, мой дядя очень долго упирался, чтобы к нему газ не подключили. Он, ну, привык печью топить. Нет, да? на самом деле, если случай старого дома, да, и там стоит печка, печку не надо ни в коем случае. Да, разбирать. вообще ни в коем Вообще не случае надо убирать. разбирать. Это и здоровье, и тепло, и спасение, да. И я вот как такой человек, который к инженерии близок, вот то, что новое, я все хватал и делал как бы. А потом сейчас понимаю, да, вот своим На умом, опыте. на опыте до того,
я вот думаю, что вот у меня возраст такой, видимо, наступил, что я возвращаюсь, грубо говоря, к печному отоплению, да. Нет, просто мои знания настолько вот уже в меня вот эти вот все нюансы вбились, допустим, да, и я все могу это вот как-то вот так их раскладывать, и я соглашусь с теми, кто, получается, консервативны и хотят жить по-простому, допустим. Пусть затратно, но Пусть по-простому. затратно, но по-простому. На самом деле я отлично понимаю, потому что, ну, бок о бок с дядей Толей тружусь, работаю. Ему достаточно много лет. И вот за свой возраст он приобрел огромное количество знакомых, которые вот просят там то, сё, проконсультировать и так далее. Очень знаете человек. И Новый год, новогоднюю ночь, он хочет проводить дома, а не на выезде к одному из части своих знакомых, да, у которого случилась ошибка 216 примерно на стенном котле. И чтобы вот этих ошибок не случалось, надо, прежде чем к чему-нибудь подходить, немножко думать. Увидимся.